Побудьте с нами вместе на кухне нашей. Я буду знать, что это твое сердечко для меня. Ты опять уже котлетку будешь в рот закидывать? Разбила мое сердце? Ну дай хоть мне кусочек тоже я. Действительно вкусно. Да? Ты утонешь возле дома в луже, мажа. Всем привет! Мы снова на кухне. Сережа у нас За камерой. за камерой, да? Привет, привет, друзья, товарищи. Ну, На кухне мы снова, как говорится, и Маша решила приготовить котлетки такие, но без мяса. Без мяса совершенно, давайте. И не будет там мяса. Нет, без мяса. мяса не будет. И из чего же она будет эти котлетки делать? Ну, я поснимаю, а вы посмотрите, побудьте с нами вместе на кухне нашей. Вот. Я, как обычно, как Маша начинает готовить вечером обычно, и я сразу за камеру и вперед. Ну что, Маша, Начнем. что там у тебя? Так, я сварила гречу. Значит, получается стакан, граненый стакан 200 мл. Так, О, чтобы переварить гречу, надо. вернее, это сухой гречки стакан, да, 200 граммов. Да, И вот да. столько получилось, отварили, да, гречку. Да. Потом берем луковицу. Это нужно обжарить. Сейчас будем жарить. И еще что там будет? 2 картофелины, это нужно натереть на терке. И манная крупа, чтобы связать это все. 4 столовые ложки манной крупы. Ну и соль и перец. Кому, конечно, это по вкусу. Перец по вкусу кладут. Ну и что, начнем. Я буду резать сейчас лук. Есть какой-то, чтобы кольцами или квадратиком, есть какой-то принципиально или без разницы? Не кольцами, Квадратиками, да? да? Мелко нарежу лук. Точно, на котлеты же так, чтобы мелко все было давать. Сейчас пожарим. Включили плитку, Так, масло растительное налила. жарим на растительном масле, потому что все-таки придерживаемся, чтобы это все было постное. Ну, я так понял, что до золотистого цвета тоже Мария, да? Ну, обжариваем, да. Ну, вот у нас лук жарится на сковороде. Обжариваем. Он такого золотистого цвета. И в миску, да, где гречка наша. А это еще не все. Вот еще пойдут ингредиенты такие. Так, это размешаю. Маша перемешала это все. И потом сюда картошка. Картошку натираем на мелкой терке. Прямо в миску. Вон Маша приготовила 2 картошки такие средненькие. Хватит это, Маша, да? Должно хватить. Потом ведь манка еще пойдет. А, точно, манка еще. Манка, наверное, какую-то пышность придаст или... Да. Поэтому Маша манку туда кладет. Ну, Ну, как обычно, в межсезонье я сижу дома. ну, конечно. Там на дороге лёд. катастрофа творится. Где лед, где ямы, где колея, где снег, куда провалишься, а под ним вода. Давайте. Ну да, придется. И очень я боюсь там перевернуться, не дай бог, там в лужу упадешь и утонешь возле дома в луже, Маша. Да, всякое может. Это будет смешно. Вот. Ну, так, все. Картошку, значит, натерли. Так, картошка. Ну-ка покажи, какая кучка. Вот такая кучка.
И добавляю сюда сразу манку. Манки 4, Манки 4 ложки, столовые 4 ложечки. ложки. Вы забыли сказать, что гречку она Я уже ва- солила, да. да, подсаливала она. Уже При варке подсаливала. Ну что там, манка, да? Манку добавляю. И вместе с манкой размешиваю. Маша приступила к лепке уже самых котлет, так сказать. Так называемых котлет, они, конечно, не такие котлетки, как должны быть. Ну, вот такие маленькие комочки и фирменный треугольник от Маши. Нет, сегодня не треугольник. А почему не треугольник? Треугольник не получается. Сердечки, они вкусные у тебя. Сегодня не получается. Для меня давай одно сердечко для меня сделай. Хорошо? Я буду знать, что это твое сердечко для меня. Вот. А вот смотрите, выглядят вот, если бы, ну, не сказать, они выглядят как местные, да, Маша? Мгм. Как будто действительно из фарша какого-то. Вот таким макаром и Сейчас сделаем. я бы сказал, вот я бы пожелал, чтобы они чуть-чуть поменьше были, конечно. Но Они же уже как бы полуготовые уже, да. с хозяйкой не спорят. Так ведь, Мария Олеговна, Посмотрим. я не буду спорить с тобой. Самой замечательной хозяйкой на свете. Да? Маша. Ну, котлеты много. Ну Ну, ничего. как немного, но Ну ничего. Это самое. можно с полстакана сделать. Ну, у нас как Ну. бы получается полный стакан. Ну и получается побольше котлет. Но это же не мясные. Это же, ну, как бы гречка-то она. Мясным это быстро насыщается желудок, а это же гречка. Понимаешь? Через минут 20 опять уже котлетку будешь в рот закидывать. Понимаешь? Ну да. Такая ситуация. Ладно, я снимаю дальше, как Маша формирует котлетки. Такие аккуратненькие получаются, ровненькие. Один для тебя лично. Где мое сердечко, покажи. Он же. Это твое сердечко для меня, да? Это как, ну, не сердечко. 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 Как биточки. Валяем в сухарях и формируем. Вот наши котлетки выстроились, так сказать, в рядок. И сейчас мы включили плитку, поставили сковородку, чтобы она нагрелась. И сейчас Маша будет обжаривать. Ну, практически это уже готовые же котлетки, да. Что там, гречка готовая. Лук. Картофель только что мы. Ну, да, картофель сырой, да. Сейчас это не стало снять. Кладем котлеты и обжариваем с двух сторон по 4-5 минут с каждой стороны. Что там, помещается? Нет на сковороду-то? Нет?
Я не красиво. Смотри, мое сердечко не разбей там. Ну, уже. Разбила мое сердце? Да. Как разбила ты мне 28 лет назад. И сейчас тоже разбила. Так, это убираем. Ну, сейчас пожарим. Пусть обжарится. Огонь какой, скажи там? Средний огонь, да? Ну да, на среднем огне. Котлетки жарятся. А Сергей дожидается. Да. Так, поворачиваем. Вон уже румяная сторона. Одна сторона. Так. Теперь с этой стороны обжариваем также 5 минут. Котлеты у нас готовые. Так, котлетки шкварчат. И вон на тарелочке идем. У нас еще три штуки осталось. Надо пожарить. Красиво выглядят. С корочкой, с поджаристой. Вот. Выглядят прямо во. Супер прям выглядят котлетки. Вот там 3 штуки остались. Сейчас Маша быстренько пожарит еще. Пока, друзья, жарится, у нас там остатки 3 котлетки, что ли, оставались. Маша решила порезать помидорчики к этим котлеткам. Это очень вкусно будет. Постное блюдо. Совершенно постное, ничего тут. Все растительное. Масло, помидоры, картошка, гречка, лук. Это все растительная пища. Еще огурчики такие свеженькие. Свеженькие огурчики для красоты и для вкуса. Очень вкусно это. Свежесть дают. В принципе, вот так выглядят наши котлетки такие. Вот так. Постные котлетки. На самом деле очень похожие на настоящие, да, Маша? Да, с виду, конечно, да. Как Скажешь, мясо, что да? из гречи. Сейчас еще будем пробовать. На вкус. На вкус, да, такие наши котлетки. Ну, как говорится, самый главный момент, да, Мария? Да, попробуем. Попробуем наши котлетки, постные котлетки. Корочка хрустящая есть, как у котлет. Лук, как у котлет, тоже есть. Наверное, дает специальный такой привкус гречки, да? Я бы сказала, вкусные. Можно кушать.
Вкусные, конечно. Как это невкусные? Мягкие. Наверное, манка так пышно сделала. Мне понравилось. Ну, дай хоть мне кусочек тоже я попробую. Похрумкаю. Може аж хрумкает там корочка. Попробую я. Угу. Вкусно. Ну и как? Вкусно? Очень вкусно. Нужно. Да. Еще подливчика бы какого-нибудь. Ну, подлив мы не сделали, но это уже... Подлив-то мы, когда, помнишь, делали там на пюрешку, такую же подлив можно сделать. Просто не надо, если вот, например, еще постное уже делаем, то подлив тоже надо делать постным. Чтобы не было там ни жира, не было масла сливочного, именно говорю. Вот. Ну и помидорчики, огурчики, это все к этому делу. Вот такое постное блюдо. Советуем, друзья. Очень простые, вкусные котлетки. Действительно вкусно. Да? И очень просто делается. И И мягкие получается. И когда хрустящие, корочка, да, хрустящая. И желудок можно обмануть. Глаза смотрят, что котлетки, мясо. А кушаешь, тоже хрустит все такое и пахнет котлетками, потому что там лук обжаренный. Да, вкусно. Так что да, советую сделать. Легко и просто делается. Ну что, Всем Будем- приятного аппетита. да. Будем заканчивать наше видео. На улице у нас, как и говорил, полным ходом. Все капает, даже ночью сегодня, даже заморозков ничего не было. С Да. утра как встала, так же и капало, как Да. вчера. И сижу, как уже говорил, опять повторюсь, сижу дома. Меня Мария не выпускает. Я сегодня сумкой погуляла. Потому что если мне надо выйти, да, обязательно в такую погоду мне надо выйти с Машей. Маша говорит, никогда. Ну, действительно, некогда. Очень скользко Мгм. возле дома. И я даже сама боюсь. Очень скользко. Вот так. Короткое видео такое будем делать. Пока я не выйду. Может, там выйду, да, поснимаю, там с людьми пообщаюсь. Может, это длинное, ну, получится длинное видео. А такое вот готовка такая у нас. Пока. Все. Я говорю, до свидания. Всем до свидания, всем пока, до новых встреч на нашем канале. Всем пока. Пока.